Ольга Валерьевна, здравствуйте. Расскажите о текущей эпидобстановке у нас в республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарная эпидемиологическая обстановка в республике сегодня характеризуется 76 новому случаю выявленной коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что данные Роспотребнадзором Республики Саха-Якутия. Из них 116 человек в республике помещены в стационары для осуществления лечения коронавирусной инфекции. В стационары города Якутска поступило 87 человек, в Мегино-Кангаласском районе 10, в Горном и Усть-Алданском по 3, в Усть-Алданском, Алюкминском и Хангаласском по 2 пациента, в Верхневилюйском, Вилюйском, Намском, Нюрингринском, Нюрбинском, Миконском и Сунтарском по 1 пациенту. Все остальные граждане, имеющие данный диагноз, продолжают получать соответствующее лечение амбулаторно. За сутки в стационары нашей республики поступило 7 детей. Уважаемые родители детей, как школьного, так и дошкольного возраста, обращаем ваше внимание на необходимость контроля за детьми, которые осуществляют либо находятся на дистанционном обучении. В связи с чем обращаем ваше внимание на то, что при том, что дети в большей степени должны находиться дома под вашим, соответственно, контролем, который вы уже в обычной для вас форме осуществляете. Кроме того, обращаю внимание на то, что у нас продолжается дистанционное образование детей, всех, кроме 9-11 класса, как выпускных, и, соответственно, в режиме повышенной готовности работают детские сады. На настоящий момент все воспитатели детских садов проходят соответствующее экспресс-тестирование перед заходом в группу. Родители информируются о том, что при появлении у ребятишек признаков острых респираторных заболеваний они не приводят в этот момент детей в группу. В группах осуществляется двухразовая термометрия. Я прошу, соответственно, родителей отрабатывать вместе с руководителями дошкольных учреждений о получении полной информации для того, чтобы связь была обратной. В отделениях реанимации у нас сегодня врачи в целом борются за жизнь 10 крайне тяжелых больных. Все эти 10 больных были не вакцинированы. Вообще количество больных в тяжелом состоянии 66 пациентов. Ну и, соответственно, все пациенты, эти в основном, за исключением 2, не получали вакцинацию. Всем заболевшим оказывается соответствующая медицинская помощь. Несмотря на увеличение количества выявленных случаев и достаточно большое увеличение количества, учитывая, которое связано прежде всего и со скоростью распространения инфекций, у большинства заболевших регистрируется пока легкое течение проведения заболевания, в связи с чем, соответственно, осуществляется их амбулаторное лечение и контроль. Запись на прием к врачу, запись на вызов соответствующих бригад осуществляется сегодня в городе Якутске по республике следующими способами. Через систему 122, которая последние 3 дня лишь только вводится на территории республики. Действительно имеется ряд сбоев, но система постоянно налаживается. Через систему облачной поликлиники, через медсеть и через дозвон непосредственно через медицинские организации. Это, есть соответственные люди, которые в любом случае, соответственно, ответят, и бригада медицинской помощи для вас будет доступна. Необходимо обратить внимание на то, что обстоятельства, что в первую очередь на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. 3-й день подряд в республике фиксируется в целом около 3000 непосредственно вакцинированных. В связи с этим уже на настоящий момент привито около 77% взрослого населения республики. Однако необходимо, соответственно, усилить прежде всего ревакцинацию. Те, кто, соответственно, у кого уже наступил срок. Среди тех, у кого наступил срок по ревакцинации, у нас всего прошло ревакцинацию 47%. В связи с чем обращаем внимание, я прошу прощения, 37%, с чем обращаем внимание на необходимость ревакцинации, срочной вакцинации и ревакцинации, потому что это однозначно смягчает соответствующую симптоматику заболевания сегодня на территории в целом Российской Федерации, но у нас в республике.
Уважаемые работодатели, в соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, подписанным вчера, необходимо обратить внимание на следующие моменты. Время изоляции людей, которые перед переходом их на работу, время изоляции людей захода в коллективы изменилось с 14 дней до 7. Это очень четко было зафиксировано в указе главы Республики Саха-Якутия вчера. Кроме того, еще раз обращаем внимание на необходимость, прежде всего, направления на удаленный режим работы 50% от своих коллективов. И если ранее в основном основной целью подобного рода удаленной работы была защита тех, кто по ряду причин не может вакцинироваться или имеет медицинские отводы, то сейчас необходимо четко понимать, что в этих 50% должны быть и люди, которые в последующем, если заболеют те, кто работает на постоянной основе, так сказать, основной состав сейчас, должны заменить их, встать на их место в качестве резервного состава. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, оперативный штаб учреждения здравоохранения Республики четко действует в соответствии с утвержденным планом по предотвращению омикрона, утвержденным главой Республики Саха-Якутия. Все вопросы, которые у вас возникают, готовы ждать на горячей линии, как Министерство здравоохранения. Спасибо, Ольга Валерьевна.